Инту посетил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Сергей Елдин. В рамках рабочего визита он побывал на молочно-товарной ферме, в цехах переработки молока и глубокой переработки мяса. Провел ряд совещаний и прием граждан по личным вопросам. Первым делом Сергей Елдин обсудил ряд вопросов с исполняющим обязанности главы округа руководителя администрации Григорием Николаевым и заместителем руководителя Ольгой Барабаш. В частности, речь шла о дальнейшем развитии городских предприятий сельского хозяйства, таких как ООО «Петруньская», ООО «Интинская», ООО «Абис» и агрокомплекса «Инта-Приполярная», возможности их поддержки на уровне республики посредством выделения субсидий и участия предприятий в различных грантах и проектах. Следующий пункт программы визита – посещение молочно-товарной фермы поселка Юстедор. Сегодня общее количество поголовья племенного молочного стада агрокомплекса «Инта-Приполярная» составляет чуть более 200 голов. В коровнике находится 144 коровы и 87 телят. Кормов на зимний период хватает, летом стадо выгоняют на выпаса. В этом году заготовка проходила трудно. Конечно, у нас корма злая, питательность должна быть. Но нам, как уж есть, достаточно. Я думаю, что до июня мы на выпаса ходим. То есть у нас такая технология, то есть нам кормов, чтобы круглогодично держать скот, не совсем хватает всегда. И мы принимаем решение с июля где-то до середины сентября мы находимся на выпасах. Удивительно сегодня. Сегодня вообще никто практически не выгоняет. Но только дойная. Телятки охотятся. Они у вас, можно сказать, счастливые, да? Да. Выходят летом. Да. Мы побывали как на молочной ферме, откуда все начинается, так и на цехе переработки молочной продукции, где познакомились с теми образцами, которыми нас угостили. На самом деле натуральной продукции, которую сегодня производят у нас в городе Инта. Побывали на цехе как раз переработки оленей, также посмотрели весь процесс производства колбасы и различных деликатесов, которые используются из оленины у нас, и весь обзор мы получили, увидели эту картинку, что у нас на самом деле сегодня есть именно в городе Инта. Хозяйство, особенно молочная ферма, понравилось, оно чистота, сухо. Мы можем четко отметить, что хорошее содержание самого поголовья, хорошая корма, которую сегодня они используют, поэтому здесь нас все это порадовало. Ежедневно надой составляет 1200 литров, из которых около 200 оставляют для кормления телят, 1000 отправляют в цех переработки молока. В цехе по переработке молока у нас работает 5 человек. 2 рабочие, 1 оператор, который обслуживает оборудование, специалист, который, тоже считается рабочий, который занимается обслуживанием Меркурия БИС, документами, и мастер молочного цеха. Все. В данный момент у нас где-то приходит тонна 100 молока, все это у нас уходит, переработку идет на кефирный напиток, молоко пастеризованное, сметана 15%, 20%, масло и творог 18% и 9%. В цехе делегация не только ознакомилась с процессом производства натуральной молочной продукции из собственного молока, но и смогла продегустировать практически все, начиная от молока и заканчивая сливочным маслом. Реализация все у нас в основном в городе уходит. В каком количестве? Тут по спросу. Потому что молока у нас где-то уходит в день около 500 литров пастеризованного. Творога тоже где-то килограмм, около 100 килограмм, наверное, уходит с учетом это 9% и 18%. Масло по мере возможности. Полностью объема мы обеспечить не можем. Детские сады, наверное, 60% уходят детские сады, 60-70%, остальное идет уже по точкам нашего города. Следом Сергей Елдин посетил цех глубокой переработки мяса, общество с ограниченной ответственностью «Интинская». Это один из резидентов арктической зоны. Предприятие было выделено из структуры агрокомплекса «Инта-Приполярная» и в основном занимается изготовлением продукции из оленины. Здесь трудится порядка 30 человек. У предприятия имеется свой забойный пункт на 21-м километре. Именно там и происходит заготовка оленьих туш. В период убойной кампании предприятие заготовило порядка
160 тонн мяса. Этого количества хватит на весь предстоящий год. Заведующий цехом провела приезжих гостей по всем помещениям, продемонстрировала камеры шоковой заморозки и хранения сырья и полуфабрикатов. В прошлом году 190 тонн забили, в этом 160 забили. Поэтому мясо у нас с убойного пункта поступает сюда. У нас здесь камеры, две. Шоковая камера, мы там... Заморозки, да, камера шоковой заморозки и потом переносим на хранение. Я уже покажу, если пожелаете. То есть этого объема вам хватает на переработку на весь год? 160, да. Постоянно будут люди, которые у вас работают в цеху, они постоянно будут трудоустроены у нас, да? Да. Они у нас молодцы, они из года в год перерабатывают все больше продукции, как бы. Нормально. С каждым годом у нас идет увеличение продаж. Здесь у нас мясо в тушах. На убойном пункте мы мясо заворачиваем в пленку, она лучше сохраняется. То есть нет такой усушки на ребрах особенно. И Но это вот их особенность предприятия. Вот тоже не делают, чтобы вот так вот каждая туша была отдельно. да, пленку. В цехе имеется камера дефрострации, но сейчас ввиду небольших объемов ее не используют. У нас есть автоматическая дефростация, но мы сейчас получаем так, что мы за сутки получаем, мы не пользуемся ввиду экономим электроэнергию. Вот так мы развешиваем на дефростацию мяса. То есть они просто естественно у вас оттаивают? Естественным способом оттаивает. Это у нас на полдня работы сегодня. Сколько туш вообще перерабатываете? Перерабатывается в среднем 400-500 килограмм на одного человека. Это у нас обальчик этим занимается. Плюс к обалке идет жиловка. У нас женщина жилует 1,5 человека на одну тушу, на целый день, короче, 2 обальщика и жилочницы. А обвалкой туш занимаются мужчины. Тут же рядом женщины производят жиловку мяса, разделку и сортировку кусков в соответствии с наименованием продукции. Гости осмотрели колбасный цех, камеру сушки и созревания сырокопченой продукции, увидели процесс фасовки полуфабрикатов, таких как котлеты или антрикоты, и готовой продукции – чипсы и полоски из оленины, сырокопченой колбасы. В этом году мы поставили на наши склады порядка 161 тонны мяса оленины. Это нам хватит на год, на целый год на переработку. У нас в цеху работает порядка 20 человек. Мы производим колбасы полукопченые, вареные, сардельки очень вкусные у нас. Сырокопченую продукцию – это колбасы, колбасные изделия и деликатесная группа – чипсы, полоски, снеки и крупный кусок филе окорок. Продукция вся пользуется спросом, все у нас уходит. Очень все вкусно. Приглашаем в наши магазины попробовать это все. Интинская производит широкий ассортимент продукции. Разнообразные колбасы, копченые полуфабрикаты и деликатесы, в том числе ценнейшую по своему составу продукцию из мяса северного оленя. Всего порядка 100 наименований изделий. В прошлом году предприятию удалось выиграть в проекте «Народный бюджет» и приобрести вакуумный массажер мяса для улучшенной подготовки сырья к производству. Наше оборудование требует, естественно, модернизацию. Оборудование старое. Частично что-то мы нам приобретали. В прошлом году мы купили за народный проект. Большое спасибо нашим интинцам, которые помогли, проголосовали за нас. Мы приобрели новый массажер, мы сделали новые полы на складе. Потом в этом году мы приобрели вакуумный аппарат очень хорошего качества. Сейчас надеемся на наладку. Но, естественно, необходимо заменять постепенно все оборудование. А так вот работаем. Хочется, конечно, много автоматического оборудования, но в основном у нас вся ручная работа. Все у нас у девочек, у мальчиков делается руками. Мы побывали как на молочной ферме, откуда все начинается, так и на цехе переработки молочной продукции, где познакомились с теми образцами, которыми нас угостили. На самом деле натуральной продукции, которую сегодня производят у нас в городе Инта. Побывали на цехе как раз переработки оленей. Также посмотрели весь процесс производства колбасы и различных деликатесов, которые используются из оленины у нас, и весь
обзор, мы увидели эту картинку, что у нас на самом деле сегодня есть именно в городе Инта. После обеда состоялся личный прием на площадке Интинского отделения партии «Единая Россия» с населением и рабочая встреча с руководителями интинских аграрных хозяйств. На личном приеме мы обсудили как раз меры поддержки, которые есть со стороны министерства для начинающих фермеров. То есть один из посетителей предлагал свои идеи, что может быть в качестве развития сельхозотрасли на территории города Инты. Мы им все это рассказали, подсветили и обменялись контактами для того, чтобы продолжить дальнейшую работу. Также был вопрос по сохранению молочной фермы. Также мы пояснили, что вопрос сегодня зависит только непосредственно от самого предприятия. То есть мы не принимаем решение по закрытию или открытию фермы, как работает предприятие. Сегодня все стабильно, все меры поддержки, которые есть со стороны государства, они предприятию оказываются. По словам исполняющего обязанности министра Сергея Елдина, вопросы, которые поднимались в ходе встреч, требуют системного подхода. Поддержка фермеров, сохранение поголовья скота, развитие оленеводства – это важные задачи, которые позволяют обеспечивать продовольственную безопасность и развитие сельских территорий. Все обращения приняты в работу, и по каждому из них будут даны конкретные решения.